Предоставление жилья, возврат земельного участка, выделение денег на лечение – это лишь малый перечень вопросов, с которыми граждане сегодня обратились к депутатам Госдумы и членам Совета Федерации. Запись на прием объявили несколько дней назад, но у дверей приемной людей оказалось в 2 раза больше, чем по спискам. Выслушали обращения Зураб Макиев, Олег Хацаев, Александр Татаонов и Тамерлан Агузаров. Жалобы самые разные. Разета Батиева около 20 лет назад встала в очередь за жильем. Тогда у женщины попросили крупную сумму – 4 миллиона рублей, якобы на достройку многоэтажного дома. Но в квартиру она так и не въехала, а деньги просто испарились. Сейчас надежда только на депутатов. Заплатила деньги в 1993 году 4 миллиона 200 тысяч. И до сих пор я не могу их достать. Ни квартиры нету, ни денег нету. Кому обращаться, уже не знаем. С наболевшим вопросом о трудоустройстве обращались молодые люди. Эту проблему депутаты пытались решить на месте. Тут же звонили в ответственные ведомства с просьбой взять ребят на испытательный срок. То количество молодых специалистов, которые высшая школа выпускает по таким направлениям, как юриспруденция и экономика, к сожалению, ни республика, ни в целом стране такого количества вакантных мест на замещение таких должностей нет. Но вместе с этим я хотел бы сказать, что хорошие юристы высокой квалификации и хорошие экономисты сейчас ценятся. Подобное общение помогает представителям законодательной власти выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются жители республики. Сразу после приема люди заполнили необходимые документы и заявления, чтобы их просьбы рассмотрели более детально. Тамила Хамицаева, Яна Гагиева, Евгений Маркин, Осетия ТВ.